На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камшек-Шара. Здравствуйте. Выборы президента Абхазии пройдут 21 июля. Такое решение приняли депутаты парламента 4 апреля на заседании сессии Народного собрания. Кроме того, народные избранники изменили технический порядок и способ голосования на президентских и депутатских выборах в республике. Центральная избирательная комиссия Абхазии приступила к исполнению своих обязанностей и готовится к началу регистрации кандидатов в президенты. Что касается нововведений по процедуре голосования, принятых на сессии парламента, они приобретут законную силу только после подписания документа главой государства. Не позднее, чем за 2 месяца до дня выборов начинается процесс регистрации инициативных групп и политических партий, которые, представляют своих кандидатов, которые утверждаются на съездах. И заканчивается за 40 дней до дня голосования. В этот промежуток 20-дневный происходит процедура регистрации кандидатов, то есть изучение документов, представленных в Центральной избирательной комиссии, и регистрация. Она не должна закончиться позднее 1 месяца до начала выборов. Буквально с сегодняшнего дня практически вступили в свои обязанности в полной мере. То есть Центральная избирательная, не аппарат все это время работает, вы знаете, но Центральная избирательная комиссия в силу того, что является, члены ее, за исключением 2, работают, участвуют в составе на общественных началах. И с этого дня первое, что прописано в нашем законодательстве, с первых дней, сегодня буквально я подписал бумагу, бумага своего рода напоминание Министерству юстиции. Они в течение 5 дней с момента объявления выборов должны представить список общественных организаций, имеющих право по своему уставу проводить общественное наблюдение за выборами. Первые шаги связаны с утверждением календарного плана нашей работы. Календарный план, несмотря на то, что как бы в законе он прямо не сказан, чтобы мы в обязательном порядке его публиковали, но его будем публиковать. Традиция эта зародилась не сейчас, и мы традиционно это будем делать для того, чтобы и общественность, и журналисты могли ознакомиться и довести до граждан наших, до кандидатов на график нашей работы, план работы в соответствии с требованиями существующего законодательства. На сессии парламента принимались нововведения. Какие бы законодательные нормы не были приняты, мы обязаны их выполнять. На сегодняшний день мы официальной информации с парламента не имеем. Официальная информация является официальной, когда мы получаем документ, утвержденный Народным собранием, в котором определены какие-то нововведения. Но что такое принятый закон? Вы знаете, закон вступает в силу с момента его подписания и публикации. Министерство здравоохранения Абхазии и специалисты ФМБА начали совместную работу по всеобщей диспансеризации населения. Как уже сообщали, в Абхазию прибыли 12 специальных автомашин в составе мобильного лабораторно-диагностического комплекса Федерального медико-биологического агентства России и бригады специалистов федеральных клинических центров под руководством главы ФМБА, доктора медицинских наук Владимира Уйба. Министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнаки рассказал об этапах диспансеризации. Сначала медицинский отряд агентства направляется в Галский район. На очереди Ткварчал и далее Очимчира. Глава Минздрава подчеркнул важность данного мероприятия в масштабах всей республики и призвал население к активности. Это очень важное мероприятие, как известно, и мы проводили 3 года тому назад диспансеризацию. Всеобщая диспансеризация в соответствии с действующими инструкциями проводится раз в 3 года. В этом году мы будем проводить силами ФМБА России. Поэтому мы, безусловно, призываем наших граждан быть активными в этом направлении и посещать всех специалистов, которые прибыли для проведения профилактических осмотров. Это достаточно солидный состав врачей разных специальностей и мобильный диагностический автопоезд, который состоит из 12 машин специального назначения. Те пациенты, у которых будут выявлены те или иные проблемы со здоровьем,
и необходимость оказания высокотехнологичной медицинской помощи, она будет оказываться в федеральных центрах, клинических центрах ФМБА, в том числе и на основании полиса обязательного медицинского страхования. Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба рассказал о плане работы в рамках диспансеризации. По его словам, в Абхазию прибыл для работы мобильный госпиталь в составе 50 человек, укомплектованный всеми необходимыми мобильными диагностическими аппаратами. Это рентген, флюорограф, маммограф, передвижная поликлиника, ультразвуковое функциональное исследование. Есть все специалисты, необходимые для проведения диспансеризации как взрослого, так и детского населения. Работа будет проводиться без выходных с 5 по 25 апреля. Затем, после майских праздников с 14 мая по 6 июня будет работать вторая бригада. В Абхазию вышел для работы мобильный госпиталь в составе 50 человек, укомплектованный всеми необходимыми мобильными диагностическими аппаратами. Это аппараты рентген, флюорограф, маммограф, передвижная поликлиника, ультразвуковое исследование, функциональные исследования. Все специалисты, необходимые для проведения диспансеризации, как взрослые, так и детские. Работа будет проводиться без выходных дней с 5 числа апреля по 28, затем будет перерыв на майские праздники, и с 14 мая по 6 июня будет вторая бригада работать. За это время, по согласованию с Министерством здравоохранения Абхазии, мы подготовили полностью план посещения всех районов, в том числе удаленных районов, чтобы посмотреть жителей и взрослых, и детей. При этом диспансеризация на этом не заканчивается. Специалисты, которые приехали работать, это высококвалифицированные врачи и средний персонал. Будет проводиться отбор пациентов, как взрослых, так и детей, для продолжения лечения, если это требуется, в федеральных центрах Российской Федерации, для проведения в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Думаю, что, безусловно, эта работа будет иметь очень хороший эффект. Мы в агентстве проводим таких диспансеризаций в год в России, за пределами России, до 10 выездов в год. И каждый выезд – это, конечно, выявление заболеваний, в том числе заболеваний, которые требуют неотложной медицинской помощи. А это, конечно же, улучшение качества жизни, сохранение жизни и укрепление здоровья людей. Составлен и график проведения диспансеризации во всех районах Абхазии. Галский район с 5 по 10 апреля, Ткварчалский район с 11 по 16 апреля, Очимчирский район с 17 по 23 апреля, Сухумский район с 14 по 20 мая, город Сухум с 21 по 27 мая, Гудаутский район и город Новый Афон с 28 мая по 3 июня, Гагрский район и город Пицунта с 4 по 9 июня. 4 марта примерно в 3 часа ночи в дежурную часть управления внутренних дел по городу Сухум поступило телефонное сообщение о пожаре в республиканском наркологическом диспансере. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа УВД города Сухум, пожарная и скорая помощь. В результате возгорания один из пациентов диспансера получил серьезные ожоги. Об обстоятельствах и последствиях происшествия в материале Гугу Цеварданя.
28 февраля в Республиканский наркологический диспансер поступил больной 1974 года рождения, неоднократно наблюдавшийся в учреждении и находившийся на стационарном лечении с 2004 года. 3 марта в одной из палат больницы, в которой лежал пациент, произошло возгорание, причина которого – неосторожность при табакокурении, вследствие чего последний получил ожоги. Персоналом больницы пострадавшему незамедлительно была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в реанимационное отделение Сухумской республиканской больницы. По словам главврача диспансера Ирмы Ануа, персонал больницы очень ответственно относится к проверке и наблюдению за больными. Все зажигалки, сигареты, спички мы изымаем у пациентов обычно. Тем более, что в тот период у нас было несколько больных, которые галлюцинировали, не только этот пациент, с которым это произошло. Поэтому на ночь все зажигательные такие вот, как говорится, вещи мы забираем всегда. Видимо, все-таки где-то у него что-то осталось в карманах, потому что так бывало, когда вот мы уже 19 лет существует наш диспансер. И, конечно, это не первый же случай, что у нас больной галлюцинирует. Мы всегда забираем зажигалки, спички, но бывает потом зайдешь через час, смотришь, еще на тумбочке что-то лежит. Заберешь, утром заходишь, а утром еще там где-то спички нашлись. То есть такое это бывает. По словам Ирмы Ануа, персонал больницы сделал все возможное для сохранения жизни больного. Было принято решение о его переводе в ожоговый центр города Краснодар. Но для транспортировки пациента, по словам специалистов, нужно было стабилизировать состояние больного. Однако спустя 9 суток в реанимационном отделении республиканской больницы он скончался. После пожара в диспансере Министерством здравоохранения и МЧС республики на месте возгорания была проведена проверка. По словам Ирмы Ануа, персонал диспансера уделяет особое внимание пожарной безопасности, отведя специальное место и ограничив время курения. Однако в здании до сих пор нет противопожарной сигнализации. У нас пациенты, вы знаете, люди с алкогольной и наркотической зависимостью, сигареты – это неотъемлемая часть их болезни. Люди в алкогольном опьянении или с белой горячкой засыпают и горят. Это как бы, общеизвестный факт, что такое случается часто. Поэтому у нас особое внимание всегда этому уделялось. И персонал всегда ежегодно мы проходили в год один раз хотя бы, весь персонал больницы собирался, и все вот эти опасные моменты мы обговаривали. По данному факту прокуратурой города Сухум проводится доследственная проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям персонала диспансера. В настоящее время прокуратура города Сухум в соответствии со статьями 143 и 144 Уголовно-процессуального кодекса республики продолжается производство доследственной проверки по данному факту. Приоритетной версией органа следствия является халатность со стороны дежурного персонала и руководства республиканского наркологического диспансера, повлекшее по неосторожности наступление смерти пострадавшего. Доследственная проверка продолжается. Следователи прокуратуры пока не могут назвать сроки ее окончания. Гугут Савардани, Ильдар Дамиров, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. С 12 апреля по 3 мая миссия Международного комитета Красного Креста в Абхазии организует фотовыставку под названием «Мы ждем Хазыбшуб», посвященную лицам, пропавшим без вести в результате вооруженного конфликта 1992-1993 годов и их семьям. Об этом и об итогах деятельности Красного Креста рассказали представители миссии МККК в Абхазии в пресс-центре «Спутник Абхазия». Работа миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии началась с октября 1992 года. Все это время МККК в содействии с правительством Абхазии проводил большую гуманитарную работу в республике. Международный комитет Красного Креста работает по всему миру, больше чем 85 стран на данный момент. И одна из главных направлений в дополнение от обычных классических мероприятий по помощи в виде продовольствия, медицинское обеспечение или просто ряд гуманитарных миссий, мы занимаемся поиском пропавших без вести людей по всему миру. В том числе здесь, в Абхазии. Единственная наша цель – это находить тех, которые пропали, чтобы предоставить ответ на вопрос их семьям, их родственникам. За последние 6 лет специалистами Международного Красного Креста в Абхазии были обнаружены останки 431 тела. Из них идентифицировано 163 человека, ранее считавшихся без вести пропавшими. Работу по эксгумации останков проводилась в 129 точках в различных районах Абхазии. 2200
случаев пропавших без вести в Абхазии, связанных с конфликтом 1992-1993 года. На настоящий момент, что касается останков по абхазской стороне, мы говорим о передаче идентификации 42 человек, их семьям. И на данный момент, по последним данным, что у нас есть, это 127 еще семей, они ждут до сих пор ответа на главный вопрос, что случилось и какова судьба их родных. С 2010 года Международный комитет Красного Креста организует двусторонние встречи представителей Абхазии и Грузии по вопросам поиска пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. В рамках двусторонних встреч абхазской и грузинской сторон последней было передано останки 122 тел. Для проведения исследовательских работ МККК привлекает международных экспертов в сфере антропологической археологии. В работе миссии также принимают участие молодые абхазские специалисты. Это студенты и выпускники вузов, которые проявляют интерес к этому делу и помогают специалистам миссии, чтобы в дальнейшем иметь возможность осуществлять самостоятельную деятельность в данной сфере. 12 апреля миссия Международного комитета Красного Креста в Абхазии организовывает в Сухуми мобильную выставку под названием «Мы ждем», которая посвящена пропавшим без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. По словам главы миссии, этой выставкой сотрудники МККК хотели бы показать сложность работы по поиску пропавших без вести, а также подчеркнуть потребность в достоверной информации о пропавших людях. Международный комитет Красного Креста в Абхазии решил провести выставку, который проливает свет на вопросы пропавших без вести в Абхазии. Эта выставка, мы ее назвали «Хазыпчуп», что означает «мы ждем». Когда мы говорим «мы ждем», мы имеем в виду эти семьи, которые ждут ответ относительно местонахождения их родственников, которые ждут, когда они могут выходить из этой состояния неопределенности. Мы сочувствуем их страданию, их боль, и мы хотим сделать все возможное, чтобы его облегчить. Основным посылом этой выставки это будет продемонстрировать работу, которую проводит Международный комитет Красного Креста в Абхазии в тесном сотрудничестве со своими местными партнерами по этой программе. И, естественно, мы ожидаем, что таким образом сможем как-то сделать более активное население Абхазии, которые имеют какую-то информацию о потенциальных местах захоронений, которые, может быть, даже раньше не знали, куда обратиться с этими вопросами и как. Вот именно в процессе выставки мы рассчитываем на такое интерактивное участие. В экспозиции будет представлено 30 фотографий. Мобильная фотовыставка будет показана во всех районах республики. Саид Жарсаля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Благотворительный фонд «Ашана» вновь объявил сбор средств. На этот раз в срочном лечении нуждается 9-летняя Виктория Айба. Ее лечение обойдется в 285 тысяч рублей, из которых 150 тысяч уже собрано зрителями благотворительного концерта детского хореографического ансамбля «Яйрума» в Москве. 9 лет молчания, лишь редкие, совсем тихие слова только в кругу семьи. В школе одноклассники ее не понимают, а некоторые даже подшучивают. Учителя бьются за каждое слово, но результатов нет. Тяжело дышать, тяжело есть, тяжело говорить. Это жуткая действительность 9-летней Виктории Айба. У девочки врожденная расщелина твердого и мягкого неба, а в простонародье волчья пасть. Заболевание нередкое и, казалось бы, легко исправимое, но у семьи такой возможности нет, поэтому они обратились в благотворительный фонд «Ашана». Пока плохо разговаривает, поэтому мы не знаем даже, что точно хочет. Танцевать любит, рисовать. Те, которые перечисляют деньги, спасибо им большое. И большое спасибо Ашане, то, что помогает детям. И кто организовал Ашану, спасибо им большое. Все трудности, с которыми пришлось столкнуться маленькой Вике, привели к тому, что она стала очень замкнутой и закомплексованной. Она не идет на контакт, испытывает сильный дискомфорт от повышенного внимания. Но несмотря на все, в глазах теплится надежда. Надежда на полное выздоровление. И самое удивительное во всей этой истории заключается в том, что все можно исправить по-настоящему и навсегда. Можно зажить полной жизнью, а не испытывать каждый день страх и боль. Буквально можно задышать
полной грудью. Хирургическая операция решает полностью вопрос об этом заболевании. То есть это заболевание вылечится полностью. Вопрос в хирургическом вмешательстве. Только так решается этот вопрос. Закрывается дефект верхнего неба, то есть твердой части и мягкой части, и человек живет здоровой, полноценной жизнью. И уже вступает в юношеский период уже здоровым человеком. А вы, как понимаете, переходный возраст, а он скоро наступит для нее, как люди замыкаются в себе, даже будучи здоровыми, не говоря о том, что у нее сейчас есть. Поэтому давайте соберем как можно скорее. На операцию Вики нужно 285 тысяч рублей, из которых 150 тысяч уже собрано. Нам осталось собрать 135 тысяч рублей, чтобы помочь девочке, которая так сильно в этой помощи нуждается. И самый простой способ – это прямо сейчас взять свои телефоны в руки и набрать сообщение со словом «добро» на короткий номер 5050. Саид Барганджи, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. О борьбе с сельхозвредителями, о ситуации в селах республики, вопросах реализации сельхозпродукции и о многом другом шла речь в Общественной палате на встрече с министром сельского хозяйства Абхазии Амираном Какалия. Подробности в репортаже Налы Ковы. По вопросам организации борьбы с сельскохозяйственными вредителями Министерство сельского хозяйства Абхазии тесно сотрудничает с российскими коллегами. В результате совместных работ, проведенных со специалистами Россельхозцентра, в прошлом году в республике удалось значительно сократить популяцию коричнево-мраморного клопа. Именно благодаря этим работам и получили хороший урожай цитрусовых. Представители Россельхозцентра и растениеводства Российской Федерации еженедельно практически приезжают к нам, они мониторят, смотрят, анализируют по наблюдениям, которые делаются совместно с нашими специалистами Российской Федерации. В этом году наблюдается снижение особи зимовки мраморного коричневого клопа на территории Республики Абхазия. Это благодаря тех работ, которые были проведены в прошлом году совместно с Российской Федерацией, с российскими специалистами. По словам Амирана Какаля, недавно визуальный осмотр мест зимовки клопа, например, в Скворчалском районе, показал, что количество особей здесь по сравнению с прошлым годом заметно сократилось. Министр при этом подчеркнул, что борьба с вредителями продолжается. В 2018 году Российская Федерация оказала Республике Абхазия помощь в виде 5000 литров ядохимикатов, плюс около 150 штук ранцевых опрыскивателей. Они были розданы по районам. Основная часть мраморного клопа сегодня сосредоточена в восточной части Абхазии. Это в 3 районах: Галский, Чимчирский, Токарчевский. Помимо распространения на территории Абхазии мраморного клопа, в настоящее время существует еще одна проблема – появление в нашей стране грибковой инфекции, которой подвергаются ореховые плантации. В прошлом году из-за ее распространения был уничтожен практически весь урожай ореха фундука. Сейчас с Российской Федерацией заключен контракт, и в скором времени в республику прибудут препараты для обработки 3000 гектаров ореховых насаждений. Они будут розданы по районам бесплатно. В прошлом году более 80% ореха фундука мы потеряли урожай. Вот. Многие думали, что орех фундук пострадал из-за вредителя мраморного клопа, но оказывается, это не столько пострадал от клопа, сколько от инфекционных заболеваний, как я выше говорил, мучнистая роста и серая гниль. Амиран Какаля также рассказал о планах по развитию сельского хозяйства в стране. В частности, есть программа по созданию крестьянско-фермерских хозяйств, которая направлена на стимулирование жителей села заниматься производством сельхозпродукции. Нала Кове и Нала Гухава, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В Сухуме в здании Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера продолжил свою работу второй международный кинофестиваль СИФ. Показ 30 конкурсных короткометражных фильмов разбит на 6 блоков, в каждом из которых по 5 фильмов. В рамках сегодняшнего просмотра были показаны киноленты режиссеров из Франции, Сербии, России, Ирана, Испании, Греции, Китая и Андорры. О том, как проходят просмотры и обсуждение фильмов, смотрите в дневниках фестиваля
кинофестиваля на нашем эфире каждый день. После информационного выпуска Амши Кушара в нашей программе церемония открытия второго Сухумского международного кинофестиваля СИФ. А затем мы предлагаем вашему вниманию первый дневник, в котором журналист Наала Кове расскажет о самых ярких моментах сегодняшнего дня. В субботу, 6 апреля, на высоковольтной линии 110 киловольт Гагара с 10 до 16:00 будут проводиться ремонтно-профилактические работы. На период проведения работ будут отключены от подачи электроэнергии потребители подстанции «Холодная речка», Цандрипш-Тяга и Гечрипш. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается малооблачная погода. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 17,22. Температура морской воды плюс 10 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.